16 января 1901 года в Алупке в Крыму родился Тохтар Афузов, который, в общем-то, стал одним из самых интересных, ярких художников крымско-татарских, ставших вот таким ярким примером, каким обладал и обладает огромным потенциалом наш крымско-татарский народ. И вот первые шаги, первые произведения художников довоенного периода, таких как Усейн Баданинский, Абдурефи Абиев, Амет Устаев, Аби Ярмухамедов, Абдулла Латиф-Заде, особое своеобразное место, конечно, занимает Тохтар Афузов, чей юбилей мы отмечаем вот в январе месяце. Образование он получил в творческой мастерской известного в тот период, в 20-е годы, художника Мешкова в Москве. Вот эти вот посещения мастерских, ярких, известных очень в то время художников, авангардистов. В тот период как раз появилось очень много таких объединений футуристических, авангардистских. И вот в этой среде был воспитан вкус, навыки, мировоззрение художественное у Тохтара Афузова. С 1920 года по 1930 год Тохтар Афузов как раз жил, учился, участвовал на выставках в Москве. И, вернувшись в Крым, он стал принимать участие в художественных выставках крымских, тематических выставках. В тот период вот как раз и вот в основном как бы организовывались тематические выставки. И наиболее яркими, интересными произведениями художника являются «Татарская сакля», 1937 год, и «Рассвет творчества» как раз относится вот как раз с 1937 по 1941 годы. «Татарская сакля» сейчас в постоянной экспозиции Симферопольского художественного музея. Это произведение было приобретено с выставки, и как бы оценили тот художественный уровень, которым уже к тому времени обладал очень яркий, интересный художник. И также в фондах Симферопольского художественного музея находится работа очень интересная, в которой как раз экспериментировал художник, «Вишни», где он сумел соединить очень гармонично натюрморт, пейзаж, и пейзаж такой эпический, морской пейзаж, и натюрморт. Эта работа тоже представляет очень большой интерес. И каждый раз вот к юбилейным датам, когда организовывают выставки Крымско-Татарский музей, эти все его 6 работ, которые чудом сохранились в фондах Симферопольского художественного музея, они экспонируются на выставках. Необходимо отметить талант художника особо проявился в морских пейзажах. Сохранились только этюды: закат солнца на море, восходы, закаты, вот такое состояние природы неуловимое. Вот все это очень интересно, тонко, поэтично сумел выразить Тохтар Афузов в своих
этих как раз морских пейзажах небольшого размера. И в чем вклад художника в наше искусство крымско-татарское? В том, что он сказал свое определенное слово, свое выразил видение и на хорошем, профессиональном очень художественном уровне сумел проявить себя вот за очень короткий промежуток времени. Это с 30-го по 41-е годы. К сожалению, в расцвете творческих сил после начала войны, Второй мировой войны, Тахтар Афузов за связь с партизанами был расстрелян в 1942 году. И вот, талант художника в полной мере, может быть, несмотря на то, что работы были созданы им на очень хорошем, высоком профессиональном уровне, но предполагаю, что он мог бы создать огромное количество великолепных морских пейзажей, натюрмортов, на бытовые темы художник не писал, не успел ничего написать, но вот это вот то, что он сумел выразить, свое отношение к действительности, к жизни, оно как раз очень характеризует его на таком уровне довольно высоком. Ну, жаль, что жизнь художника оборвалась так вот, как и многих других крымско-татарских художников до военного периода, трагически. В 1937 году, до начала войны, основная часть художников, которые были вышеперечислены, были репрессированы, и чудом сохранился, то есть остался в живых Амет Устаев, тоже очень яркий, интересный художник, член Союза художников СССР. До войны он был принят в Союз художников. Чудом сохранился в живых только Амет Устаев.